В эфире новости, в студии Фатиме Сейдометова. Прямо сейчас о последних событиях на полуострове. Трагедия в Краснодарском крае. 6 человек погибли и 1 пропал в результате наводнения. Служить во благо Родины и защищать свою землю. Об особенностях контрактной службы сегодня военные рассказали студентам. Противодействие экстремизму в Крыму. В Евпатории состоялось совещание с представителями муниципальных образований. Телеканал «Милет» расширяет границы. Еще одно село теперь может смотреть первый в России крымско-татарский канал. Пьем кофе всем полуостровом. В Симферополе состоялся конкурс на звание лучшего бариста. Об этих и других новостях в течение 20 минут. Сергей Аксенов выразил соболезнования жителям Краснодарского края в связи с гибелью людей во время наводнения. Глава Крыма отметил, что республика готова оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. От имени всех крымчан выражаю жителям Краснодарского края самые искренние и самые глубокие соболезнования в связи с гибелью людей во время наводнения. Мы разделяем скорбь родных и близких погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомним, жертвами наводнения стали 6 человек. На этой неделе на Краснодарский край обрушился циклон, который принес ливневые дожди. Уровень воды в отдельных местах достиг 2 метров. Свои дома покинули более 460 жителей, подтоплено свыше 1000 строений. Основной удар пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы. Там введен режим чрезвычайной ситуации. В Евпатории состоялся традиционный выездной семинар на тему «Актуальные вопросы реализации государственной и национальной политики и противодействия экстремизма в Крыму». Совещание провел Госкомнац Республики. Тему обеспечения безопасности обсудили представители всех муниципальных образований полуострова. Подробнее расскажет Лилия Виджат. Стратегия государственной и национальной политики. Сегодня в Крыму активно выстраивают диалог между республиканской властью и муниципалитетами полуострова. Вопросы межнационального согласия обсудили на выездном совещании, на котором присутствовали представители администрации всех районов и городов Крыма. Сейчас все муниципальные образования собрались те, которые в первую очередь на местах ответственны за этот вопрос. И в открытом диалоге решаются любые проблемы и задачи в этой сфере. На фоне последних событий не менее актуальной темой стал вопрос разработки профилактических мер по предотвращению экстремизма и терроризма. Как отмечают главы администрации, одной из причин возникновения экстремистских взглядов может быть формальность работы соответствующих местных структур. Именно в районах должны реагировать на проблемы и своевременно информировать республиканский центр. Сегодня и Государственный совет, и Совет министров, власти Крыма сегодня анализируют сложившуюся ситуацию. И буквально в ближайшее время будет выработан комплекс мер, направленный именно на противодействие экстремизму и терроризму. Те методы, которыми мы до этого работали, они оказались недостаточными. Основная цель совещания – создать максимально комфортную среду для обмена опытом в решении проблем, считают участники. Только активный диалог между специалистами на местах и центром даст позитивный результат. Получился такой живой диалог, когда представители муниципальных образований могут как внести свои предложения в те или иные мероприятия, а также получить необходимые вопросы, которые на сегодняшний день им необходимы для работы на местах. Мы все понимаем, что работа на местах – это главное является, то, откуда все начинается. Поэтому сегодня такая очень живая дискуссия. Выездные семинары уже прошли в Симферополе, Алуште, в Ленинском районе и вот теперь в Евпатории. Следующие подобные совещания будут проводить во всех муниципальных образованиях. Лилия Виджат, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». Глава Крыма продлил на 2019 год льготы на питьевую воду и водоотведение для крымчан. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Сергей Аксенов. В публикации говорится, что Республиканский госкомитет по ценам и тарифам продлевает на следующий год действие предельных тарифов на питьевую воду и водоотведение для населения в размере 31 рубль 55 копеек за кубический метр, с учетом налога на добавленную стоимость за каждую услугу. Глава республики подчеркнул, что размер льготных тарифов будет сохранен, несмотря на увеличение НДС с 1 января следующего года с 18 до 20%.
Служить во благо Родины и защищать свою землю. Сегодня в Симферополе представители военных частей полуострова рассказали студентам о требованиях и об условиях контрактной службы. Не забыли поведать и о сложностях армейской службы. Испугались ли трудностей будущие контрактники, расскажет Мухаммед Зикиряев. С каждым годом военная служба по контракту среди молодежи становится более популярной. Так и перед студентами открывается море возможностей, где, проявив себя, они могут занять определенную должность, а после всего этого иметь определенный заработок и, конечно же, достойный уровень жизни. Здесь оркестр, танк, боевая машина под названием «Град» и солдаты, которые показывают новую экипировку. Рекламировать службу по контракту военные умеют с размахом. Вербовка в армейские ряды идет полным ходом. Основная цель проводимого мероприятия – это популяризация военной службы по контракту, доведение условий прохождения службы до населения нашего Крыма, чтобы молодые люди, мотивированные на защиту Родины. Для студента колледжа Вадима Мелехова нести службу на территории России – большая гордость. Он еще учится, но с интересом присматривается к условиям армейской жизни. Парень готов практически ко всем сложностям. Дисциплина, форма, воинский устав ему подходят. Контракт мне нравится тем, что ты вот именно пойдешь служить, да, у тебя будет, ты будешь сам для себя это делать, то есть ты ни от кого зависеть не будешь, вот чисто для себя, вот только ради этого. На сегодняшний день практически каждый служащий по контракту имеет хороший заработок, но войти в ряды контрактников не так-то и просто. Для этого необходимо обладать хорошей физической подготовкой. Иван Соловьев служит по контракту уже 4 года. Рассказывает, с детства любил походы и интересовался оружием. Сейчас он работает в Крыму в стрелковой роте, и условия армейской жизни для него уже стали привычным укладом. Я сам выбрал эту работу. Я всегда с детства любил походы, путешествия, охоту, рыбалку. В Крыму же достаточно тех, кто решился служить по контракту. На сегодняшний день в отборочный пункт обратилось около 1000 контрактников, и уже около 400 человек служат в частях и соединениях Министерства обороны Российской Федерации. Мухаммед Зикиряев и Магомед Нестуров, телеканал Милет. В Симферополе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов Крыма. Главная тема – исполнение бюджета республики за 9 месяцев текущего года. Размер планового показателя на весь годовой период превышает 41 миллиард рублей. На сегодня фактически исполнено почти 68%. В сравнении с прошлым годом сумма поступлений налога с доходов физических лиц выросла на 14,5%. Однако республика все еще получает субсидии, дотации и субвенции на более чем 71 миллиард рублей. Вместе с доходами увеличились и расходы бюджета. На национальную экономику, образование, соцполитику и здравоохранение в этом году потратили почти на 2,5% больше. Самый значительный прирост в сравнении с 2017 годом составили инвестиции в сельское хозяйство. Сбалансированная региональная политика и рост объемов господдержки агропромышленного комплекса способствуют росту инвестиционной привлекательности отрасли сельское хозяйство. На сегодняшний день, начиная с 2015 года, между Совмином и инвесторами подписано 62 соглашения. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства уже составил 760 миллионов, что выше на 50% по сравнению с прошлым годом. То есть эти инвестиции уже реализуются реально. Это не какие-то виртуальные цифры, а реальное поступление средств в экономику республики. Родной, оперативный и открытый. Теперь телеканал Милет вещает и в семье Меметовых. Богатый спектр телепередач радует жителей Строгановки уже больше месяца. Со своим счастьем они поделились и с нашей съемочной группой. Время 13:30. На телеэкране Меметовых информационная программа «Хаберлер». Все эксклюзивные репортажи и актуальные темы дня. Он затронул там тему крымских татар. Хаберлерны без Бахамас. Мы смотрим Хаберы, здесь все освещается, мы в курсе всех новостей, что происходит в Крыму и в целом во всем мире. Мы все слушаем и смотрим. Раньше у Меметовых быть в курсе крымско-татарских новостей не было возможности. Поэтому, когда услышали, что телеканал Милет оказывает помощь всем желающим в установке цифровых приставок для телевизора, то немедля пришли и написали заявление. Нам сделали ее, в считанные дни, да? А до этого мы ничего не видели. Смотрели вот этот местный черно-белый.
заварим пополам, и все. Место расположения телевизора на кухне выбрано не случайно, ведь Тивиде Ханум, как и большинство хозяек, проводит там большую часть времени, а любимый телеканал позволяет хорошо и весело проводить время. Различные программы не дают скучать. Интересные фильмы и сериалы, познавательные рубрики и мультфильмы – все это на одном канале. Хорошая программа, смотрим, очень нравится. Проводят экскурсии по всему миру, мечети показывают. Новые поклонники Милета отмечают и стильных ведущих, и профессиональную подачу, и интересное содержание. Они очень благодарны за оказанную поддержку. Жители Петровской Балки лишены элементарных благ цивилизации. Алла салгын берсін, директорна Мусаевна. Дай Аллах здоровья вашему директору Эрвину Мусаеву. Пусть будут счастливы все, кто в вашей телевизионной команде. Благодаря вам мы смотрим Миллет каждый день. Телеканал «Миллет» – это первый государственный телеканал крымских татар. Его смотрят как в Крыму, так и за пределами полуострова. Аудитория составляет более 1 миллиона телезрителей. Теперь же «Миллет» – это еще и маленькая традиция в этой маленькой семье. Наджия Исаева, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». Сегодня в КФУ продолжил работу 4-й международный форум «Крым в современном международном контексте». Гости из разных стран собрались обсудить важнейшие внеполитические вопросы, связанные с положением Крыма на международной арене. Это участники форума из материковой части России, а также представители стран СНГ и гости из Китая. Основная тема обсуждения – развитие Крымского полуострова и снятие санкций, которые ограничивают республику, а также вопрос референдума, который состоялся на полуострове в 2014 году. Мы за самоопределение Крыма, мы поддерживаем требования разблокирования Крыма, мы поддерживаем требования прекратить все вот эти провокации против Крыма, дайте жить спокойно людям так, как они хотят. Вот что думает наша молодежь, потому что, опять-таки говорю, наши проблемы очень схожи с теми проблемами, которые сегодня имеет Крым. Поднимать тяжести – задача не из легких. Победить и стать рекордсменом по поднятию огромных тяжестей под силу только настоящим богатырям. Крымские пауэрлифтеры достойно представили полуостров на всероссийских соревнованиях и даже побили мировой рекорд. Мухаммед Зикиряев пообщался с сильнейшими. У этого парня даже фамилия подходит к его достижениям. Денис Богатырев стал рекордсменом среди 150 спортсменов по жиму лежа. От груди он выжил 330 килограммов и занял первое место в чемпионате мира в своей весовой категории. Увлекся он этим видом спорта случайно. 2 года назад его младший брат предложил просто поднять штангу. С того момента жизнь Дениса круто изменилась. Сейчас у него только одна цель – поднять 400 килограммов. Мы буквально за день решили посмотреть вообще, есть ли какой-то там мировой рекорд в моей весовой категории до 110 килограмм. И когда я увидел, вот мой напарник говорит, посмотри, 320, я понял, что надо просто вот прийти и сделать. То есть уже за день я был готов к этому. Хоть сейчас подойти и сделать. А когда уже все выполнил, вот когда я шел, вышел с помоста, вот эта энергетика вокруг, все люди говорят, что вот так и так, ты там молодец, молодец. А ты идешь как в тумане, потому что ты не понимаешь, что это действительно было сделано тобой. Вы представляете, что это, вот как это ощущение? Только потом ты со временем, когда уже начинаешь сходить, уже тогда эмоции начинают проявляться человеческие. На этой неделе в Москве состоялся чемпионат мира по жиму лежа. В нем приняли участие около 900 спортсменов из 25 стран мира. Наш крымчанин стал не только сильнейшим в жиме лежа в софт-экипировке, но и установил при этом новый мировой рекорд. Поздравляем спортсменов! Этот спорт не знает границ. С каждым годом количество поклонников пауэрлифтинга увеличивается, но только лучшие спортсмены добиваются поставленных целей. В Крыму этот вид спорта развивает не только Республиканская федерация, деньги вкладывают и сами спортсмены. Жим крымский, весь пауэрлифтинг вышел сейчас на довольно высокий уровень, благодаря тому, что у нас крымский жимовик Михаил Лихач приглашен на такой топовый турнир «Ярость стихий 2», который будет 1 декабря в Москве проходить в рамках чемпионата мира. Туда попасть совсем непросто. Михаил попал в число 18 лучших приглашенных жимовиков России в софт-экипировке. Он сильнейший жимовик Крыма. И вот он единственный софт-жимовик Крыма, который приглашен на столь сильный турнир. Это, я считаю, очень большое достижение всего нашего и жима, и пауэрлифтинга.
Поднимать тяжести не женское дело, могут сказать многие, но для Адиле Рамазановой такой образ жизни стал уже привычным. Ни дня пропущенные тренировки, вовремя отработанные упражнения, только целеустремленность и уверенность в себе. Именно эти качества привели молодую девушку к многочисленным победам и титулу абсолютного чемпиона Восточной Европы по становой тяге. Занятие спортом для нее не хобби, а вторая работа. Глядя на полку с медалями и кубками, на ее физическую подготовку, никогда не скажешь, что Адиле занимается всего год. Такой спорт мне нравится, потому что здесь, во-первых, в первую очередь зависит результат от того, как ты подходишь к работе, от поставленных целей, ну, конечно, от желания. Вот. Единственное, что меня действительно вдохновляет, это, наверное, вера моего тренера в меня, вера нашей команды, то, что все получится, и должна быть какая-то отдача. Вот это, наверное, движет мной, что я вот должна поднять, и мне хочется поднять. Когда все получается, хочется работать с большими весами, показывать более лучшие результаты. Этот вид спорта вдохновляет и вызывает восхищение перед возможностями человеческого тела. Ведь пауэрлифтинг – это не только любовь к тяжестям и достижение новых рекордов. Это в первую очередь умение правильно использовать свои возможности. Мухаммед Зикиряев и Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Знаковое событие. Завтра в Крымско-Татарском театре состоится 6-й Курултай мусульман Крыма. На ближайшие 5 лет делегаты выберут муфтия республики. Голосование будет открытым. Вход в театр доступен для всех желающих. Ожидается прибытие представителей всех регионов Крыма. Телеканал Миллет будет в прямом эфире освещать ход голосования и результаты выборов. Не пропустите. 27 октября с 11:30 до 13:00 телемарафон на нашем канале. 25 ноября состоится всекрымский чемпионат по национальной борьбе «Куреш». Главное спортивное событие республики уже стало ежегодным. Возрождая крымские традиции до военного периода, организаторы формируют новые. С этого года он будет назван именем олимпийского чемпиона Рустема Казакова. Принять участие могут все желающие, но с одним условием. У спортсмена должна быть крымская прописка, полученная до 1 октября 2017 года. В городах и районах Крыма с 5 по 19 ноября пройдут отборочные туры. Финал чемпионата состоится 25 ноября в спортивном зале медицинской академии. Победителей ждут 4 автомобиля, а также денежные призы. Чемпионат проводится при поддержке главы республики Сергея Аксенова и по инициативе депутата Государственной Думы Руслана Бальбека. Для участия в отборочных турах обращайтесь в Управление молодежи, спорта и туризма в своих городах. Телефон для справок +7 978 732 08 39. Пьем кофе всем полуостровом. В Симферополе прошел 4-й всекрымский фестиваль любимого напитка многих. Отборочный чемпионат бариста и соревнования профессиональных дегустаторов кофе собрали огромное количество зрителей. Испил ароматный напиток и наш корреспондент Энвер Аблязис. 4-й крымский фестиваль кофе. Мероприятие и вправду масштабное. Сегодня здесь 17 лучших мастеров приготовления кофейного напитка борются за звание чемпиона. Критерии оценки каждого бариста и вправду жесткие. А победителя ждет чемпионат России в Москве. Лучший бариста Крыма должен приготовить не только вкусный и необычный кофе, но и подать его в достойном виде. Все обязано быть профессионально и без ошибок. Никаких рассыпанных зерен и пролитой воды. Оцениваем в первую очередь вкус. Плюс мы оцениваем то, как участник выступает, потому что кофе создает в том числе и окружение, и если чашку вам подают красиво, с историей, очень интересно, то, конечно, это значительно лучше для вас, когда вы кофе пьете. А оцениваем мы много лет, поэтому мы, можно сказать, уже прокофеиненные в целом, да, но по большому счету это часть просто наших увлечений в том числе. И если вы правильно дегустируете кофе, то вы можете дегустировать огромное количество разных сортов, и каждый сорт будет очень интересный, вкусный. Победа любит подготовку. Главный лозунг любого бариста. Ведь для того, чтобы просто научиться правильно варить кофе, необходимы вложения в дорогостоящие кофемашины и упорный труд. Но потом приготовление напитка превращается в искусство. С улыбкой рассказывают кофевары. Очень серьезная подготовка. Она занимает несколько месяцев. Она требует финансовых вложений. Они тратят порядка 30-50 тысяч на подготовку, на зерно, на все эти проработки. Они тратят очень много времени на это. Это очень серьезная подготовка. И чтобы выступить
это очень большие усилия. То есть там имеет значение просыпанный кофе, неубранная тряпочка, не то слово сказанное. 4-й крымский фестиваль собрал несколько десятков кофейных компаний, представляющих свою продукцию. Тут множество сортов из самых разных стран. Эксперты утверждают, что все начинается с прожарки зерен. Большинство у нас в стране пьют либо растворимый кофе, либо вот именно с горчинкой кофеин. То есть как бы наша специфика, мы занимаемся средней обжаркой, то есть наш кофе не пережарен. Вот, в нем больше сохранено разных кислот. То есть здесь во вкусе мы можем чувствовать где-то шоколад, то есть где-то фруктовые ягоды. То есть как-то именно наша обжарка позволяет почувствовать больше ароматов кофе. В то же время на фестивале проводятся соревнования и по кап-тестингу. Это дегустация кофе. Кстати, происходит это далеко не так, как обычно мы себе представляем. В большинстве случаев напиток даже не глотают. Дегустацию проводят стоя. Вот вы можете попробовать и сравнить. Это Кения. Это из Кении. Да, это кофе из Кении. Кения Карагота – это микролот. Очень вкусный кофе. Абсолютно нестандартный вкус. Да. Что-то другое. Смородиновый, яркий, искристый. А вот для сравнения вам Бразилия. Она намного спокойнее, шоколадно-ореховая. Почти полностью лишена кислины. Да, этот, наверное, поинтереснее. Ну, кому как. Я, например, больше люблю Кению. Так что давайте за хороший кофе. Кофе – древнейший напиток, который открыли в 9 веке до нашей эры. Разные народы его готовят по-разному. Так, например, у крымских татар каждый в семье бариста. Подать кофе гостю – добрая традиция, да и способ приготовления весьма необычный. На протяжении многих веков кофе у крымских татар является символом гостеприимства. И способы приготовления его подачи имеют глубокие традиции. Мы, крымские татары, варим кофе в медной джезве, непременно заливая свежемолотый кофе холодной водой. И подается кофе с традиционным крымско-татарским печеньем хурабье, со сливками хаймах и с кусковым сахаром шекер, кисме шекер. Интересный факт. Первая кофейня открылась в Константинополе в 16 веке. Женщины тогда бунтовали против того, что мужья пропадают в кофейных клубах. А сегодня это напиток, который объединяет людей. Энвер Аблезис, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет. Это были все новости на сегодня. Хорошего вам вечера.